Приветствую вас, дорогие читатели! В 2021 году мы празднуем столетие со дня образования Республики Коми. В честь этого события отдел абонемента Национальной библиотеки Республики Коми подготовил цикл видеообзоров «Моя республика. Книжное богатство». В течение года мы будем рассказывать вам об известных поэтах и писателях Республики Коми, о тех, кто стоял у истоков образования коми-литературы. Мы расскажем о книгах, посвященных жизни и творчеству Ивана Куратова, Виктора Савина, Василия Юхнина, Серафима Попова, Николая Дьяконова, Геннадия Юшкова и Владимира Тимина. Сегодняшний наш рассказ о Геннадии Анатольевиче Юшкове, народном писателе. Сразу хочется вам представить книгу Галины Евгеньевны Юшковой «51 год любви. Воспоминания о Геннадии Юшкове», потому что лучше, чем его супруга, верный соратник, друг, товарищ, о нем бы не рассказал никто, я думаю. Книга очень интересная. Подробности детства Геннадия Анатольевича. Родился в 1932 году в селе Красное, это в 13 километрах от села Часово. Из родителей была только мама, поначалу воспитывала только она одна, был, правда, отчим, но он погиб в первые дни Великой Отечественной войны. Все знают, что у Геннадия Анатольевича как бы высшее литературное образование, но вот до литературного института у него был опыт учебы в Воркутинском горном техникуме. После 7 класса он поехал в Воркуту, поступил в горный техникум, но вот выдержал только 1 семестр учебы, потому что устал от голода, устал от того, что близких рядом не было. Вернулся домой. Но вот мама Анна Васильевна заставила поступить в 9 класс в Сыктывкарскую школу номер 12 и даже сняла ему жилье и помогала мальчику. Помогала продуктами. Зимой вот эта святая женщина впрягалась в сани и пешком, а путь занимал 50 километров до города Сыктывкара, везла ему продукты, замороженные, мороженые овощи, квашеную капусту, картошку, мороженое мясо рябчиков. Помогала как могла. В 10 классе у Геннадия появился интерес к литературе, он начал писать стихи. Но вот это творчество как бы мешало учебе по литературе и по русскому языку, у него в аттестате 3. Но тем не менее, талантливому мальчишке повезло поступить в Московский институт кинематографии на сценарный факультет. Ну вот жизнь в Москве ему и учеба в этом институте не понравилась, не понравился институт, не понравились преподаватели. И через год он бросил как бы учебу. Но вот главное, в Москве-то он выяснил, в Москве был литературный институт, куда он и захотел поступать. И отправился, доехал только до Котласа. В Котласе обокрали мальчишку, пропали документы, пропали вещи, новый костюм. И он понял, что если уж так получается, то ему, наверное, нужно поработать. Устроился в Сыктывкаре диктором на радио, потом корреспондентом, и, конечно же, был и литературный институт. И опять святая женщина, его мама, Анна Васильевна, помогала продуктами, теми же самыми, только вот в сухом виде. Сухое мясо рябчиков, сухая картошка, сухая морковка. Все посылала в Москву, подкидывала денежек. И стипендия 50 рублей, конечно же, была не лишней. И вот, будучи уже студентом, Геннадий Анатольевич уже был успешным, можно сказать, писателем. Он публиковался в престижных московских журналах. Михаил Светлов перевел его стихотворение, оно называется «Кукушка», я опубликовал. Было написано 2 пьесы, тоже опубликованы. И вот в Сыктывкар он уже вернулся писателем с литературным дипломом. В газетах печатались его рассказы, стихи, пьесы ставились в драмтеатре. Как писатель он был очень успешен, книги читались, раскупались. Он был удостоен очень многих наград, 15 лет возглавлял Союз писателей Коми, был депутатом Верховного Совета Коми Республики, почетный житель города Сыктывкара и почетный гражданин Республики Коми. Еще скажу, что эта книга, это рассказ не только о Геннадии
Анатолиевиче Юшкове. Это как бы рассказ о нашем городе, о Сыктывкаре, об интеллигенции, о развитии литературного дела, история литературы. И когда читаешь эту книгу, как бы погружаешься в то время, в 60-е, 70-е, 80-е, ощущаешь себя в том времени. Книга читается прекрасно, легко. Всем советую. Галина Евгеньевна Юшкова, 51 год любви. Воспоминания о Геннадии Юшкове. Юшкове было написано несколько романов. Роман «Чугра». Чугра – это название возвышенности при Печорском крае, там, где нашли нефть. И вот о нефтяниках, о добыче нефти. Этот роман. Нефть начали осваивать в Воркуте где-то вот в годы Великой Отечественной войны, вот когда основные источники нефтяные на юге были оккупированы фашистами. Ну вот нефть в Воркуте, она, конечно же, отличалась, она была тяжелая, ее невозможно было выкачать наверх, поэтому ее добывали в шахтах, шахтным способом. И вот этот роман «Чугра» о тех, кто добывал эту нефть. И параллельно идет история семьи Бажуковых, история 3 поколений, которые жили вот около этой самой возвышенности Чугры. Это самое начало советского периода, когда к власти пришли большевики и начали организовывать колхозы. Кто-то принял советскую власть, а кто-то не принял. Вот как глава семейства Бажуковых Веринея Бажукова. Она не приняла власть и так и осталась вольной охотницей, вольным охотником. Ходила в лес. А вот сын ее, Ардальон с женой Ревекой, они вступили в колхоз. Ну а внук Веринеи Павел уже искал вот ту самую нефть около Чугры. Роман о жизни коми-крестьян и коми-охотников в период коллективизации и послевоенное время. Рекомендую. Чугра, Геннадий Юшков. Вот еще один роман Геннадия Юшкова «Родовой знак». Роман очень интересный. Начинается... Ну, во-первых, роман о национальном характере коми. Начинается он интересно читать. Глава семейства Русановых, Василий Прокофьевич, в прошлом фронтовик, нынче уже пенсионер, а это 70-е годы, бывший председатель колхоза, собрался умирать. Поэтому, взяв ружье, собирается идти из дома и на прощание решил обойти свое село, попрощаться. И с селом, и с родовыми угодьями, которые некогда принадлежали семье Русановых. И вот он идет в сторону леса, и вдруг слышит плач. Старушка Элиса, горбатая, уродливая, неопрятная старуха, такая лесная шишига, собирала бруснику. Собирает и плачет, потому что руки у нее замерзли, суставы ноют, а собрать ей надо всего-то ничего, 4 килограмма. 20 килограммов она уже собрала и сдала в сельпо. И вот еще 4 не хватает, потому что за эти килограммы в сельпо ей продадут ковер. А за этот самый ковер гробовщик ей сделает гроб, еще живой. И не надо потом будет ни о чем беспокоиться. И гробовщик соглашается этот гроб сделать только за вот этот самый ковер. Поэтому она и собирает. А некогда раньше вот Василий Прокофьевич был влюблен в нее, в Элису. И была она тогда молоденькой, жаркой, с яблочным румянцем. Самая красивая девка на селе. Вот не срослось у них. Но, тем не менее, вот роман этот упоминается в этой книге. Конечно же, запалил он ей костер, чтобы она руки согрела, и пошел дальше к своим бывшим охотничьим угодьям. А около леса росла вековая ель. И было этой ели лет 200. И вот там, где она росла, и начинались некогда бывшие охотничьи угодья. И на этой лесной ели был знак, родовой знак вот семьи Русановых. Еще их называли пасами. Эти знаки ставились на любой хозяйственной утвари в доме, на дверях, на граблях, на корыте, на лодке. И по этому знаку можно было узнать, кому принадлежит, вот, скажем, лодка. И вот такие родовые знаки были на этой ели. И подойдя к ели, он увидел, что кто-то поджигал эту ель. Ствол был черный, и ель как бы стала заваливаться и упала. И вот сел Василий Прокофьевич на ствол этого дерева и стал вспоминать свое детство, довоенные, послевоенные годы, жизнь в колхозе. Вот эти воспоминания и отражены в романе «Родовой знак». Роман еще читается очень интересно, потому что на протяжении всей книги все ищут золото Русановых. Золото, которое предок вот
дед Василия Прокофьевича Семен как бы закопал куда-то, спрятал, и все ищут это золото. Вы читайте роман «Родовой знак» и узнаете, кто найдет это золото. Были у Геннадия Юшкова еще и исторические романы, написанные им. Это роман «Бива» о XIV веке, когда Стефан Пермский крестил, пришел на нашу землю и крестил Коми в православную веру. Бива – это огниво, огневица, это огонь и вода. И у наших предков оно обозначало кожаный мешочек, куда клался кремень и труд для добывания огня. И вот любой человек, как бы продрогший, промерзший, если, скажем, он попадал под сильный дождь, в любое время он мог получить огонь жизни, тепла и радости. Этот мешочек передавался от отца к сыну по наследству. И именно вот такой Бива достался Бияру, главному герою романа. Его родной край, Коми-землю, захватили русские, которые пришли с изображением Иисуса Христа, но почему-то с мечами, с топорами, с копьями, и решили привести вот Коми к христианству. Пришли в наш край с оружием. Отец Бияра погиб в битве. Конечно же, русские победили. И Бияру со своей невестой пришлось бежать в соседний Пермский край, к Паму. Пама – верховный жрец и правитель Пермской земли и лицо реальное. В нашей коми-литературе мы его знаем как Пам. Вот он принял Бияра, его невесту, сочетал ее браком по своим обычаям, по своим законам, отвел им место для жилья. И вот в романе рассказывается о том, как молодая семья начинает свою семейную жизнь буквально с нуля, с какими трудностями им приходится сталкиваться, когда не хватает хлеба, не хватает соли, и приходится за всем этим ходить очень далеко. По пути их убивают угры, непростые условия. Ну а в романе, я думаю, что Юшков, может быть, хотел показать свои взгляды вот на эту насильственную христианизацию Коми-земли. Ведь язычество у нас как бы не разделяло жителей на группы какие-то, а христианизация стала разделять. Появились крещеные и некрещеные. Он говорит о том, что христианизация была трагедией для Коми. Они потеряли свой национальный характер, свободу, независимость. А языческая вера, она была более свободной. И вот главный герой Бияр, он так и не примет христианство, выкопает для себя яму, закопает себя заживо, ну и Иона погибнет вместе с мужем. Вот такой роман интересный, читается с интересом, рекомендую. Бива, Геннадий Юшков. У Геннадия Юшкова есть еще очень много детских рассказов, детских повестей. Он писал и для детей. Книги есть на коми и на русском языке. У него очень много стихотворений о нашем родном крае. Марья Моль. Многие, может, считают, что это народное стихотворение, так сказать, народное, а на самом деле слова написал Геннадий Юшков. Своеобразный бренд наш и визитная карточка нашей республики исполняется многими фольклорными группами и роковыми группами. Интересный писатель, народный писатель, поэтому читайте с удовольствием. Ждем всех наших читателей в Национальной библиотеке Республики Коми.